Добровольная отставка главы Республики Ингушетия Юнусбека Евкурова – давно ожидаемое событие, потому что то, к чему привела форма его правления, то, к чему привели годы его нахождения у власти в Ингушской Республике, вызывали праведные возмущения и негодования представителей ингушской общественности, представителей гражданского общества в Российской Федерации, потому что последние события, которые поставили республику на грань такого политического коллапса, на грань политического противоборства с Республикой Чечня из-за того, что Евкуров и московские деятели решили передать часть территории Ингушской Республики Чечне. Естественно, что народ Ингушетии возмутился этим фактом, несмотря на то, что была принята конституционная норма, которая положила вето на решение Юнусбека Евкурова, однако он продолжал настаивать, он продолжал наряду с Кадыровым продавливать это решение, и это привело к тому, что фактически 95% населения этой Ингушской республики сплотилась и выступила против Евкурова. Евкуров хорошо начинал. На фоне Зязикова это был, конечно, свет, это был маяк, это была новая такая хорошая кислородная маска. Однако кислородная маска стала удушающей серой газом, который стал душить свободолюбивый и такой очень праведный ингушский народ, который всегда держался за свое достоинство национальное и никому не позволял ее попирать ни при Зязикове, ни при других вариантах, когда Москва всячески давила представителей ингушской оппозиции, то есть все, кто были против бесчестия и беззакония в Ингушской республике, сразу были обозначены, маркированы как оппозиция, были убиты, мы знаем, яркие ее представители, Магомед Евлоев, другие яркие деятели, харизматики, которые променяли сытую жизнь на борьбу за честь и достоинство. Я думаю, что, конечно, в какой-то степени это победа гражданского общества. Ингуши показали, что они могут отстаивать право своей республики, своего народа, своей территории на самостоятельность, на самобытность и на волеизъявление. Нынешний ИО или ВРИО – это человек, судя по всему, временный, но нельзя исключать того, как это бывает в России, согласно избитой поговорке, нет ничего более постоянного, чем временное. Я желаю ингушам того, чтобы они продолжали с тем же достоинством, также с поднятой высоко головой, отстаивать свою честь, достоинство. Я знаю немало ингушей, с которыми я искренне горжусь. Это люди долга, чести. И ингуши показали всей России, что начальник – это еще не истина в последней инстанции. Истина в последней инстанции – это Бог и народ, который хочет того, чтобы руководитель исполнял их волеизъявление.